Семья Пертая – единственная в селе Таглан Галского района, которая занимается овощеводством в таких масштабах. Отец семейства Заур Пертая бросил свою любимую работу инженера-механизатора и стал выращивать овощи. Идея возникла у его невестки, которая основную нагрузку по уходу за растениями взяла на себя. Какие только цветы не растут во дворе Пертая. Это и гордения, и гладиолусы, и розы. Очень много разных декоративных растений и кустарников. Не говоря уже о грядках, где можно увидеть баклажаны, огурцы, помидоры, болгарский перец и даже арбузы. Сейчас в семье Пертая 3 единомышленника: глава семейства Заур Пертая, его сын Зураб и невестка Жана Парулава, которые трудятся в поте лица, поддерживая друг друга. В становлении любого бизнеса очень важна поддержка родных, которые обеспечивают надежный тыл и помогают заниматься фермерством, говорит 74-летний Заур Пертая. Основной мой сын и невестка работает на это огороде. Я запасник. Вот то. Палочки делаю. Колышки, да, вбиваете? Да. Чистите? Именно. Все. Собирать урожай помогаете? Урожай собирать, да, помогу, конечно, и ящики вынесу. Смотрю, у вас хорошая земля. Хорошая, конечно, хорошая, очень хорошая. Но труд колоссальный, да? Труд, конечно, колоссальный. В чем нуждаетесь больше всего сегодня? Что мы знаем, какие-то заболевания появятся, позвоним, фото отошлем, и сразу они приедут. Помогают вам, Помогают, конечно. То есть трат у вас нет таких больших, вам помогают в этом неправительственные организации? Конечно, помогает, я очень благодарю им. Развивать сельское хозяйство сегодня выгодно, несмотря на тяжелый труд. Фермерам приходится вставать рано утром и весь день сеять, сажать, очищать от сорняков посевы и ухаживать за растениями, чтобы вырастить и получить хороший урожай. Финансовые вложения сами по себе невелики. В основном это затраты на семена, удобрения и препараты от вредителей сельскохозяйственных культур. Но все это требует колоссального физического труда. Как говорит Жана Парулава, ничего не бывает без любви. Хороший урожай – это не только симбиоз благодатной почвы и колоссального физического труда, но и огромной любви к тому делу, которым занимаешься, отмечает фермер. Кто трудился на огороде, знает, чего стоит хороший урожай. Ага, вот я вижу, тут и арбуз у вас, и еще все. Да, арбуз холоре, арбуз малязин перре, лобио холоре, да, момички прелярто. Фауш организация кумомигу торпи, семена эсектас кумомгездо, угучки гекшипони чки дуамушетидо. Сегодня фермеры сотрудничают с оптовиками, точками общественного питания, супермаркетами, и проблем со сбытом у них нет. Спрос на качественную продукцию есть всегда. Люди заботятся о своем здоровье и предпочитают отечественные и здоровые продукты. И только в селе более благоприятная экологическая обстановка, чистый воздух, никакой химии в продуктах. Растениеводство сильно зависит от природных и сезонных факторов. Один неурожайный год, засуха или наоборот ливни, и результат многомесячного труда будет сведен на нет, говорит Зураб Пертая. Мы занимаемся здесь больше 20 лет, но живем здесь с семьей, с отцом. И трудимся как можем, как получается, как погода дает. Урожай, слава Богу, дают нормально все. Вообще от каких факторов зависит хороший урожай? Ну, понятно, да, от хорошей земли, наверное, Ну, погоды. Погода тоже, да, самое. Ну, и есть ручная работа, труд. На руках тоже самое. Зависит много в руках. От труда, в общем, очень много зависит, да? От того, Да. сдаете все, продукция не портится, ничего, или вы как-то переработкой тоже занимаетесь, может быть, консервируете? Ну, основные покупатели на рынок и сам возим, и сюда тоже приходят, везут, покупают люди. Ну, все довольны,
А от урожая, ну нормально все крупные. То есть качественная продукция, качественные, без там всяких химикатов особо, да? Всё Качественно, да, все там нормально. Ну, А цены какие? Вот сегодня, к примеру, сколько у вас там огурцы, помидоры, болгарские сколько стоят? Вот синенькие, я смотрю, продали. Ну, перец этот болгарский вчера тут возили за 150, там сдавали там на рынок. И, ну, самый баклажан тоже так. Приблизительно сколько уже продали? Как вы думаете, еще какой урожай? Сколько будете продавать? Огурцов, к примеру, каждый год сколько собираете? До сих пор уже 600 килограммов уже мы взяли этот. Стали, да? Да, огурцы. Ну, здесь что больше будешь делать, если ну, все трудимся, все ну, особо По-другому никак. никак. Фермерское хозяйство еще не столь велико, чтобы полностью обеспечить спрос на внутреннем рынке. Но семья Пертая не стоит на месте. Все больше людей ориентируются на внутренний рынок. Семейный бизнес рассчитан на долгосрочную перспективу. Сегодня для роста семей фермеров не хватает электрогенератора, так как света частенько не бывает, а поливать растения нужно постоянно. А еще семья нуждается в специально оборудованном помещении для хранения с определенной температурой и влажностью воздуха, доступом кислорода и света, чтобы после грядки овощи прямиком отправлялись туда. Сложно жить в деревне, если не готов трудиться день и ночь. Но если есть любовь к родной земле и делу, которым занимаешься, то никогда не променяешь это дело на все блага цивилизации и городскую жизнь. И сегодня, когда села пустеют, а деревни вымирают, все рвутся в город и ищут легкой жизни. Благодаря таким семьям как-то живет и развивается село, а с ним и отечественное сельское хозяйство. Анжела Убилава, Илона Микава, Борис Цацуа, Кал Медиа.